Здравствуйте, дорогие телезрители, мы приветствуем вас, вы смотрите летний эфир. Сегодня в нашей студии мы поговорим с вами о такой далекой, но в то же время интересной стране, как Исландия. Многие знают Исландию как страну эльфов, гейзеров и викингов. Столицу Рейкьявик многие знают как северную столицу мира. Ну а на протяжении многих лет эта страна входит в десятку стран с лучшим уровнем жизни. И сегодня в нашей студии находятся люди, благодаря которым отношения между далекой Исландией и нашей республикой с каждым годом становятся только крепче. Ну а как и почему, мы узнаем сегодня. Со мной рядом сегодня прямиком из Исландии прилетели гости. Прилетели они не впервые, и они уже любят поистину нашу Якутию. Ближе ко мне находится Йоханнес Визер Бjarnason. Он является владельцем гостиничного и ресторанного бизнеса, организатором фестивалей викингов. Рядом с ним сидит Хейкур Свейнсон, предприниматель, промотор масс-рестлинга в Исландии. Далее сидит Мария Шишигина Палсон. Она является послом мира и координатором отношений между Якутией и Исландией. А также рядом с Марией сидит Марианна Андреева, является владелицей гостиницы у нас в республике. Ну что ж, первый вопрос, конечно, Мария будет помогать мне сегодня переводить. И не только, ну Мария у нас вообще человек, наверное, в республике вас знают многие. Вы, наверное, единственный, да, координатор и вот такой прям ярый фанат Исландии, а также вот отношения между Якутией и Исландией. Мария, расскажите, как вы увлеклись культурой этой страны и почему вдруг Исландия? Ну, дело в том, что в 2010 году я познакомилась со своим мужем. Он здесь работал исландские авиалинии с авиакомпанией Якутия, у них был договор. И был вулкан Eyjafjallajökull. И в итоге у нас вы сыграли свадьбу в пятницу 13-го, и мой муж, как настоящий викинг, увез меня в свою страну. И там я нашла очень много точек соприкосновения. Мне кажется, что все северные люди, традиции, культуры очень похожи. И вначале мне показалось, что это очень такая холодная страна, нордические люди, но с каждым годом все больше и больше мне они становились ближе, и мне кажется, что мы можем друг у друга многому научиться. Ну, вы очень много проводите различных мероприятий, как на территории нашей республики, так и на территории Исландии. У нас есть небольшой такой фотоархив вашей жизни в Исландии. Ну, прям насыщенная программа, очень насыщенная программа. Я даже знаю, что благодаря вам многие жители Исландии узнали о республике, ну, наверное, впервые. Причем узнали ее не только на картинках и в книгах, но также вы провели различные, я знаю, мастер-классы по игре на хамусе, да? Вы установили даже Серге на территории Исландии. Вот немножечко вкратце об этом, а мы пока посмотрим ваши фотографии. Ну, конечно, мне нужно упомянуть нашу знаменитую якутянку Кёргей Александру Оргнову. Она переехала туда уже 50 лет назад. Конечно, до этого уже многие знали, и ее хорошо знают. Куда ни придешь, когда ты говоришь, что ты из Якутии, они сразу говорили, у нас тут наша Александра, и достаточно известная, и через нее тоже уже народ слышал о Якутии. Как только я приехала, ну, я начала играть на хамусе, показывать нашу традиционную игру и рассказывать, почему наши предки сохранили именно эту форму и как помогала музыка в наши длинные зимние ночи. Дальше, в 2014 году был международный чемпионат по масс-рестлингу здесь в Якутии, и я была координатором делегации Исландии сюда. После этого Магнус Вер Магнусон, четырехкратный сильнейший человек мира, познакомил меня с Йоханнесом. И вот тогда уже у нас началось, я на фестивале викингов уже 3-й год представляю масс-рестлинг, наше серебро якутское и, конечно же, традиционную игру на хамусе. И в этом году, кстати, я вывозила наши чарапчи, это северные очки, и все были в восторге. Да, мы, кстати, вот только сейчас, буквально совсем незадолго до этого мы могли посмотреть, насколько, какой фурор произвели эти северные очки, да, на жителей, особенно на ребятишек, да, именно Исландии. Ну, конечно, сейчас, мне кажется, нужно поговорить уже непосредственно с нашими гостями, которые прилетели так издалека к нам. Ну, во-первых, добро пожаловать к нам в Якутию и здравствуйте. First of all, welcome to Yakutia. Yes.
you. Я знаю, что вы приезжали к нам в ноябре, и вам настолько понравилась именно зимняя Якутия, что вы не удержались и прилетели к нам именно в летний сезон. Почему? She knows that you already been in the winter time and that you like it much, and then you came back. But tell us, please, why? What brought you to Yakutia again? Yeah, when I came here, I met you. Then you have been telling me all about Yakutia. I did not know so much, but I know that's far, far away in the north. And then I came here in the winter time, and of course it was frozen. I've never been as cold as I. Okay, I will translate. Yeah? Когда я его встретила, и вот мы познакомились, я очень много ему рассказывала о Якутии. И он всегда думал, что это очень далеко, где-то вообще, что недосягаемая какая-то точка мира. Но он сразу задумался и захотел приехать. И когда вот мы приехали уже зимой, конечно, все было уже заморожено, везде снег. And because it was so cold that I saw all the streets, and you invite me to the market, and I was not having any idea what this market was of. And when I saw the market was just frozen fish and all the vegetables, what I saw everything frozen. It was unbelievable because, but of course it was what I should have expected. Неизгладимое впечатление на него произвело это наш крестьянский рынок, где продают замороженную рыбу. И я ему сказала, что поедем на рынок. И он просто думал, что там что-то будет продавать. Ну, рыба свежая. И когда он увидел все вот эти замороженные... То есть это было для него шокирующе, да? Да, для него это был шок. У меня вопрос вот к Мариане. Мариана, вы встретили наших вот уважаемых гостей с Исландии вот именно в этот сезон, да? Вы организовали им очень насыщенную программу. Где побывали наши гости и что они повидали? Мы совершенно случайно, на самом деле, познакомились. К нам обратился наш друг Александр Павлов, Киргеда, Саша, и сказал, что к нему приезжают друзья и надо их разместить. Ну, естественно, мы и разместили, согласились. Разместились они у нас дома, там у нас есть небольшой гостевой домик. Вот. И так мы с ними познакомились. С Машей, в принципе, мы через Facebook давно тоже знакомы, встречались. И, конечно, про деятельность Маши мы давно тоже знаем. И на самом деле они увидели, были на Исехе. Они были, считай, в якутской обычной семье. Мы их возили в Ортодойду, это вот по Покровскому тракту. Мой муж возил их Иланка, дальше Ленские столбы. Вот они все это посмотрели. И, конечно, наш интерес местных здесь, вот тех людей, которые находимся в сфере туризма, перенять у них как больше намного опыта, увидеть наши места глазами иностранца. И они нам об этом рассказывают открыто, где у нас хорошо, а где не очень, То есть где вы, надо как доработать. именно работающий человек в этой сфере, для вас это их оценка очень важна именно для вашего будущего, да? Да, для нашего будущего, вашего но опыта. вообще для будущего развития туризма вообще в Якутии, потому что мы не прочь делиться с другими, что говорят дельные эксперты. Мария, ну еще у меня следующий вопрос по поводу масс-рестлинга. Но вы не только показали, да, что такое масс-рестлинг, теперь им увлекаются, и вы вот рассказываете о том, что вы ездите на соревнования и привозите сюда спортсменов. И вот у меня вопрос возник именно к промоутеру масс-рестлинга в Исландии. Как там приняли масс-рестлинг, как давно, сколько лет назад это было, и насколько именно вашим землякам понравился такой вид спорта, как масс-рестлинг? Herkur, can you tell about promotion of mass wrestling and how people interested in Iceland? Well, first of all, I would like to think there came Vikings from the north-south river Lena, and they were rowing. Similar movement as in mass wrestling. Переводить, да? Он просто говорит, что это, они считают, что все, кто пробовал, что это, скорее всего, как-то связано с викингами, потому что они могли готовиться таким образом к гребле на своих кораблях. And for me, as a former sport teacher, it was quite interesting because, in a way, I like better when people are showing how strong they are, that they are not necessarily kicking and hitting people, but at the same time, it is a fight between two strong men, women. Он считает, что масс-рестлинг
так как он сам все-таки был еще учителем физкультуры, этот вид спорта намного дружелюбный и вид показать свою силу, потому что не надо, никто не ударяется, никто друг друга не бьет, а именно через перетягивание палки они показывают, кто сильнее. Well, as we were invited, having very good people to take care of us, they wanted to have cultural relations between Iceland and Yakutia. Among that, having some representative to widen or giving us mass wrestling to Iceland. And okay, I've been working a little bit in that direction, slowly. Всегда его очень хорошо встречают, и поэтому в знак благодарности он решил заняться на общественных началах продвижением нашего вида спорта. Конечно, это не делается так очень активно, он шаг за шагом встречается с молодежью. Сейчас он встречался с клубом дзюдо, которые очень заинтересованы, используют вид спорта как тренировку. And I noticed, especially at his Viking festival, that when we were introducing, both with strongmen, we invited the kids around to take part. And everybody went, me. И самая приятная часть, которую он, говорит, заметил, на фестивале викингов, когда он проводит это соревнование, больше всего заинтересованы дети, у них прямо горят глаза, и когда заканчиваются уже вот стронгмены, соревнования с ними, тогда дети бегут и встают в очередь и говорят, я. Я хочу попробовать И участвовать именно в это его масс-рестлинге. очень радует, что вот подрастающее поколение идет в спорт. Мария, у меня еще один вопрос. А вот скажите, пожалуйста, ваша любовь к Исландии, вот в 3 словах, почему вы любите эту страну? Помимо того, что ваш супруг оттуда, да? Вообще в 3 словах буквально до рекламы короткой. Независимая, уникальная природа и действительно вот, люди, которые берегут ее и гордятся своей принадлежностью быть исландцем и вот, своей страны. И из-за этого у них очень большие результаты. У них сейчас футбол очень прогрессирует. И многие, это маленькая страна, как Намский Улус, и ее многие знают. И там 2 миллиона туристов в год. Ну что ж, мы продолжим нашу интересную беседу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы сегодня говорим с вами об отношениях Якутии и Исландии. Мы продолжаем наш летний эфир. И сегодня у меня в руках неспроста находится флаг Исландии, потому что в нашей студии сегодня мы приветствуем гостей именно из такой далекой страны Исландии, а также людей, благодаря которым эти люди все-таки посещают нашу республику. И, конечно же, давайте еще раз напомним, конечно, самый главный координатор отношений между Якутией и Исландией, посол мира Мария Шишигина-Палсон. Рядом с ней находится Марианна Андреева, это владелец гостиницы, тот человек, который принял в гости наших уважаемых гостей, непосредственно люди, которые прилетели к нам издалека. Это Йоханнес Визер Бьярнасон, а также Хейкур Свейнсон. Вот так вот. И что ж, продолжаем беседу. Мы до ухода на рекламу поговорили о том, как они приехали сюда не впервые и вообще насколько крепки отношения между Якутией и Исландия. А у меня возник такой вопрос. Они побывали, да, в различных туристических местах и в зимнее время, и в летнее время. И, наверное, они уже как опытные предприниматели, бизнесмены, да, у них, возможно, уже есть какие-то идеи в продвижении, как вот продвигать туризм нашей Якутии, туризм в Исландии, и вообще как обмениваться этим опытом. Ведь у нас наши ресурсы позволяют, и какие у них идеи и планы на это. It's a question for Johannes, I guess. Mostly it's about you've been already in all our sightseeing, you've seen a lot, so and how we can use it and promote it in the tourism side. The tourists today want to come here in the future. They want to see the culture that you have. They want to see this unbelievable landscape that you have. And they want to see the country like you have, clean and all the freedom, all the nature you have all around you. There's not so many. Он говорит, что чем можно привлечь туристов, это, конечно же, нашей культурой. Люди хотят видеть красивые пейзажи,
любовь народа к родине. И вот это все может привлечь, и туристов, они будут сюда приезжать и наслаждаться этим. And they want to see the untouched country that have not been touched before. But also about you have possibility in winter time and summertime as well. But number one, you have to organize the trips to those places where we have been going to. Day trips, keep them here for a week here, for example, and let them go in the direction you want to show them, the people. Люди, как он уже до этого сказал, люди хотят видеть первозданную природу. Но то, что мы имеем, он говорит, мы можем использовать для туризма как зиму, так и лето, что очень, конечно, интересно. Да? И также он говорит, в первую очередь мы должны позвать самых крупных туроператоров, показать им все, и потом уже дать им возможность продавать, и туристы начнут приезжать. А у меня возник следующий вопрос. Наверное, они уже попробовали и якутскую кухню. И есть ли какие-то схожие, да, вкусовые именно качества вашей кухни и нашей кухни? Или, может быть, что-то, что их прям очень сильно шокировало или очень понравилось? Of course, it is a main question we are usually asking our guests, and it's for both of you. What you like in Yakut cuisine, what you tried already, and what you would already miss, I guess, or remember, or if there is any similarities also with Icelandic and Yakut cuisine. The food, what you are Food, having. yes. And that is also number one. Don't be shy about your food. Show it like you eat it. That is not, people are not coming here to eat pizza. They are coming to eat your food. They want to swallow your culture. And even if it is frozen and raw, that is what people want to Он try. как раз-таки и говорит, что это тоже один из привлекательных моментов для туристов, ваша еда, потому что люди не хотят, они не должны тут есть пиццу или гамбургеры, они сюда должны приехать, есть вашу сырую рыбу, сырое мясо. И каждый раз, когда мы идем в рестораны, вот мы сколько ходили, когда мы подают нашу жеребятину, они спрашивают, здесь оно соленое, оно копченое. Я говорю, нет, это просто наша жеребятина, которую мы просто порезали. Они говорят, почему в Исландии мы так не делаем? Оно такое вкусное, но здесь, конечно, у нас другая трава. То есть мясо жеребятины, рыба, они в восторге Они все от него. пробовали, они в восторге, они всегда всем рассказывают про Ну, я, то, как насколько они- знаю, кухня в Исландии довольно специфичная, и там такого вообще практически нет, да? Они же употребляют очень много, да, каких-то... Китовое мясо. Да, китовое мясо, рыба. тюлени мясо, да, по-моему, насколько я знаю? Акулу. Акулу, да. это очень, да. То есть для нас это в Извечно. диковинку, а для них в Ну, диковинку... в общем-то, да. очень похоже. Они тоже едят лошадей и баранину, в основном. Баранина очень вкусная. Вот наша жеребятина и баранина, они чем похожи, потому что они всегда на холмах и едят какую-то вот травку, и через вот вкус... У нас здесь можно вкус жеребятины сказать, это чурапчинская, это еще что-то, а там именно баранина. Это с севера баранина, а вот это с юга, это у моря послать. В общем, А как им погода зимой в ноябре месяце? So, how did you like our weather in the winter time? Well, if I may say, winter time, you could do more of culture. I did not know much about Kummus when I came here. And I suggest you might have a big music festival among other things with Kummus, winter time especially. Food, composium, that might also be very good winter time. And summertime instead. The nature with its sea, Lena Pillar, that's just one reason to come here. But we were lucky to have a good ambassador and people that open their homes. For instance, Spiridon, her father. And a few days ago, we were swimming in the river Lena, and we found out in our heart how Lena is important to you for everything.
Он еще раз отмечает, что зима это, конечно, совершенно необычно. Это для нас как бы привычно, но наш холод для иностранца это что-то вообще шок. И вот, конечно, несмотря на это, говорит, вы всегда можете, у вас еда может и зимой, и летом, и осенью, и весной. И, конечно же, хамус, который может объединять народы. И вот они меня считают вообще послом, немножко боготворят, но я считаю, что я всего лишь частичка большого великого народа Саха. И вот куда бы ни зашли, везде открытые двери. Нас встречают, нас возят, нас показывают. И они все видят, что это с любовью по-настоящему. И это очень привлекает. Но из достопримечательностей, конечно, говорит, он будет всем рассказывать. Ленские столбы. Ленские столбы — это must-go place. И вот они прям в восторге. Они съездили туда. И до сих пор каждый день они вспоминают, да, как они зарядились от нашей реки, когда ехали на лодке, и от красоты ленских. Мария, что бы они пожелали, что бы пожелали наши дорогие гости с Исландии телезрителям всей нашей республики? And now, what you can wish or say to people of our republic? About the Yeah, no. Just wish. What is your wish to the people. To the people. Yeah. I really hope that you keep on going like you have been going through the thousands of years. Он надеется, что вы сохраните и будете все так дальше сохранять ту культуру, которая шла из истоков тысячи лет тому назад и которую вы сохранили до сегодняшних лет. And for the future, and if you keep it like this, there's not so many countries left who have it as real as it is. Не так много стран вообще во всем мире, которые сохранили свою культуру. So maybe after all, you are very lucky that you stay so north, far away from so many other Вам countries. повезло находиться на самом севере, иметь такую природу, такую культуру. And keep it in peace, as you have done through the years, I really hope. Да, сохраняйте все это в мире, в той чистоте первозданной, которая есть, и он надеется, что все у нас получится. And this part of the earth is one of the greatest I've ever seen. I've been in many places. Он был путешествовал по всему миру, но это одна из самых вот тех частей света, которой он действительно поражен. Что касаемо... Very good. And if I may add, the most valuable thing you have here is the people, and the people here is open-hearted, okay? We have had the opportunity to meet Anna and her husband and see their home and their hospitality. And everywhere we have come, we have been lucky to see a little bit into a normal life of people. That is very heart touching. You are so innocent, so to speak, in comparison to nations that have a lot of tourism. And this is important. Но самое ценное у вас здесь в республике, он говорит, это люди. И благодаря вам мы увидели культуру глубже, почувствовали быт, потому что могли вот быть Марьяны, они жили, они видели, как семья живет. И это говорит, что самое, то, что трогает его сердце, что они настолько искренние, и что они такие настоящие. И все это делается не из-за того, что там получить какую-то выгоду, а потому что они такие есть. И не во всех странах такое. Ну, Марьяна у нас сидит так скромно, но на самом деле вы тоже проделали большую работу, раз такие остались впечатления у наших гостей из далекой Исландии. Спасибо вам за это. И, Мария, у вас есть слово, которое вы хотите кого-то поблагодарить. У нас минута до конца. Да, спасибо большое, что у меня есть возможность действительно поблагодарить всех, кто работает на сохранение нашей культуры, на развитие туризма и администрацию города Якутска, Асина Сергеевича, Антониду Николаевну, что они пригласили гостей, и у нас уже есть какие-то точки отсчета, которые мы будем дальше работать. Ну Это что ж, только начало. Мы желаем вам удачи, всего самого наилучшего. Приезжайте к нам еще, мы будем всегда рады видеть вас. И надеемся, Мария, что ваша работа в скором времени даст свои плоды, и отношения между Исландией и республикой нашей еще станут крепче, и у нас будет непосредственно дружба, а также, наверное, и любовь друг к другу. Да? На этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся с вами совсем скоро. Всего доброго. До новых встреч.